В эфире программа «Пропеллер». Доброго времени суток. Доброго времени суток, я сказал. Здрасте, товарищи. Первый сюжет у нас от нашего коллеги-корреспондента Вячеслава Брешева. Славик отправился в народ, дабы узнать некоторые интересующие его вещи. Именно он может просто вытащить из человека то, что даже... Душу. Допустим, если в центральной части России опросы можно проводить круглый год, то у нас, конечно, все немножко иначе. На улице вообще некомфортно. Чтобы выйти на улицу, надо одеть ритузы, надо одеть колготки, надо одеть штаны. Надеть. Для меня сейчас зима намного удобнее проходит, что ли, ввиду того, что... Ритузы-то не заставляют Ритузы родителей? и колготки не заставляют одевать. Там 2 полоски, 1 полоска. А как, вы ходите без колготок? Естественно. Мы одеваем специализированные... Надеваем специализированные штаны. А мы, может, еще и на друг друга одеваем. Так, пожалуйста. У нас статья теперь в России за это есть. Вот. Друзья, всем привет! На улице наступила настоящая зима, холодно, все перебираются в теплые места. И мы сегодня в одном теплом месте, чтобы узнать, как обезопасить себя зимой, чтобы не замерзнуть. Как люди защищаются зимой от холода? Ватники. Что лучше, ватники или кальсоны? А кальсоны это что? Что такое кальсон? Мне кажется, все равно в ватниках теплее, чем в кальсонах. Ну, я считаю тоже, что ватники теплее. Конечно, я бы одевала тоже ватники, в них теплее. Кто-то следит за здоровьем, а кто-то за своей красотой. Для женского пола это ватники лучше будет, а для мужского пола это кальсоны. Значит, когда обтягивают как колготы, это нормально? Ну да, я в принципе думаю, все так носят. Нет. Вот так, как депутат сделай. Носите ритузы. У нас есть такая игра. Называется она «Зимний пинг-понг». Как только наш шарик касается ракетки, мы должны назвать какой-то зимний атрибут. Шапка. Валенки. Пуховик. Шапка. Чебурек. Ушанка. Зима. Пуховик. Шуба. Ушанка. Свитер. Носки. Огонь. Кальсоны. Сапоги. Пуховик. Кальсоны. Ковер. Ковер. Шапка. Шампанское. Видишь, один уже. Здравствуйте. Носки. Футболка. Носки. Слюнявчик. Какой слюнявчик? Валенки. Ботинки. Шапка. Носки. Кальсоны. Шапка. Свитер. Свитер. Ух. Красава. Победил. Ответы у всех очень интересные и разные, но хотелось бы все-таки сказать в конце. Одевайтесь теплее. Следующий сюжет наш посвящен выбору профессий. Это волнует большую часть нашего населения, потому что даже люди, у которых уже есть специальность, есть дипломы, все равно остаются без работы и не могут устроиться и найти себя в этом мире. Да, действительно, это в последнее время хорошая тенденция, что работодатели устраивают такие мероприятия, на которых они четко уже выставляют требования для своих будущих работников, чтобы не было такой ситуации, что предприятие ищет сотрудника от 18 лет с опытом работы, там, начиная от 5 лет. Самое интересное, что подавляющее большинство присутствующих на форуме это были школьники. Что касается выбора именно со школы, на мой взгляд, очень рано. В последующем, пока ты будешь там 5-6 лет учиться, все может измениться с ног на голову, да, перевернуться, и не факт, что ты начнешь работать именно там, где ты мечтал, будучи в школе. Безусловно. Я вспоминаю себя в этом возрасте, конечно, тогда мысли были совсем о другом. Хотелось еще на компьютере поиграть, а о том, чтобы выбирать себе профессию, там ходить по каким-то форумам, конечно, у меня не было абсолютно никаких мыслей. И вот результат, друзья. Я сижу здесь. За все время работы нашей телепрограммы мы десятки раз проводили опросы, какую работу ищут наши сверстники. И всегда на первом месте были должности юристов и дизайнеров. Узнаем, как же дела обстоят сейчас.
За ответом на этот вопрос мы отправились на Республиканский профориентационный форум «Профвыбор-2015». Здесь мы встретили огромное количество школьников, студентов и выпускников различных учебных заведений. Я лично хочу стать журналистом. Я бы хотела работать судьей, поваром или юристом. Хотелось куда-нибудь на авиа. Собираюсь стать учителем математики. Социальный работник. Я хочу открыть свою школу для стилистов. У меня кафедра основ ядерной физики, радиационной безопасности, профессия. Я хочу стать пилотом. Рабочее место – это путешествие по разным странам и городам, находить для себя что-то новое, познавать этот мир. Небольшой такой стол, немного бумаг. Чтобы было много учеников. Представляю сидеть за штурвалом самолета и летать по всей России. Форма, естественно, судейская. Чтобы ребята могли определиться, где обучаться, организаторы форума провели ярмарку учебных мест. Ну а студенты и выпускники могли лично пообщаться с работодателями, которые оригинально презентовали свои организации. Один из самых ярких стендов у наших друзей и коллег информационно-развлекательного портала ЕКТ.ру. Узнаем, какие вакансии предлагают они. На данный момент вот у нас представлены на стенде основные наши вакансии, которые мы выставляем. Это программисты, дизайнеры, менеджеры по продажам, маркетологи и менеджеры проектов. Основные принципы – это чтобы человек хотел и желал работать, чтобы он фонтанировал. Конечно, прежде чем приступить к работе, необходимо пройти собеседование, но очень часто соискатели допускают одни и те же ошибки. Одна из главных ошибок – это внешний вид. Они не интересуются, в какую компанию они приходят, не наводят справки. И также они не знают, кем быть хотят. Многие работодатели отмечали, что диплом далеко не самое главное. Многие наши сотрудники работают не по своему основному диплому. Так же, как и я. У меня первый основной мой диплом – это инженер по связи, а я работаю специалистом по кадрам. Мне работается легко. Почему? Потому что я очень люблю общаться с людьми. Я очень люблю свою работу. Поэтому я с радостью и счастьем прихожу туда каждый день. Расскажи о желаемой зарплате, которую бы ты хотела получать. Зарплата учителя – это 30-40 тысяч, да? 1070. Чтобы хватило для себя, для семьи, для того, чтобы жить и путешествовать. 80-100 тысяч. Чем больше, тем лучше. Зарабатывать? Много, естественно. Ой, да я даже не знаю. Знаете, я как бы хочу стать пилотом, мечта с детства, мне на зарплату, как сказать, наплевать. А ты бесплатно работаешь? Да и вот пилотом буду бесплатно даже работать. Мы желаем всем своим зрителям найти ту профессию и работу, которые будут приносить только положительные эмоции, новые знания и верных друзей. А третий сюжет у нас посвящен замечательной девушке Кюней, которая занимается гримом, а также она очень хорошо рисует. Вот сколько знаю художников, практически каждый художник умеет рисовать. Ну, я про художника. Нет, она, наверное, имела в виду, что не каждый художник рисует. Может, кто-то пишет. Так, не пытайся разгадать это. Я хочу сказать, что они очень хорошо красят и делают хороший макияж, грим. Она может нарисовать нас так, что мы тут будем сидеть 3 бабайки, и никто не узнает. Мы и так здесь сидим, 3 бабайки. 2 бабайки и царица. Одно дело писать картины там, на холсте, на бумаге, и совсем другое дело – это человеческая кожа. Она, во-первых, пластичная, она растягивается. Это даже больше близко к скульптуре, потому что это не двухмерная плоскость. Мне кажется, что усложняет задачу еще то, что вот эта девушка, она делает этот грим сама себе. Могу сказать наоборот. Ты себя красишь, ты знаешь свое лицо, свою форму. А когда ты красишь других людей, они все разные, все индивидуальные, надо продумывать все. Ну что, давайте посмотрим уже, наконец, сюжет. Смотрим! Привет, меня зовут Хорина Кюней. Вообще начала заниматься где-то в классе 10, начала учиться рисовать точнее. Но я смотрела аниме. Да, и просто срисовывала всяких персонажей и так далее. Потом в классе 11 смогла нарисовать первый портрет. Потом где-то на первом курсе уже поступила. И там уже как-то начала
ну, больше на цифровую живопись ориентироваться. В прошлом году поступила в магистратуру в ДУФУ, и там заинтересовалась, ну, гримом, просто просматривая как бы Инстаграм перед Хэллоуином, ну и вот как-то так пришла к этому. Я больше рисую всякие ужасы на лице. Ну, не знаю, театральный гример, например, использует театральный грим, он более жирный. Гримеры для телевидения, но они больше на косметику, ну, либо там может быть аквагрим. В серьезных фильмах, там, где используется уже настоящий грим, они используют, ну, конечно, пластический грим, там из латекса, протезный желатин, ну, еще спиртовой грим, но он очень дорогой, зато в нем можно даже плавать, он вообще не стирается. Можно подчеркнуть черты лица, ну, контурированием, сделать там тени на глазах, если глаза впалые, или там сделать скулы, как-нибудь в этом роде. Ну, можно опять же сделать из протезного желатина, ну, там какие-нибудь накладки, если персонаж, ну, вообще имеет какие-то особенности в лице. Но протезный желатин, он плавится. Джокер из «Отряда самоубийц». Но это было сложновато, ну, хотя бы потому, что там очень много татуировок. Ну, делала с помощью аквагрима. Ну, театральный грим возьмешь, там и все сразу стерется. А аквагрим, ну, он хотя бы как-то будет держаться. Делала 5 часов его. Сначала красила спину, потом вот лицо и грудь и руки. А что ты используешь для создания образа? Серфю нет и смотрю там что-нибудь и делаю свое. Например, знаю многих гримеров, ну, иностранных, которые просто тоже самостоятельно учились, ну, либо подписаны там на гримеров, которые именно в фильмах участвуют, ориентируясь на их работы, делаю что-нибудь свое. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, смотрите нас на канале YouTube. Оставляйте свои комментарии, отзывы, мы будем ждать. С вами была программа «Пропеллер». Увидимся ровно через неделю. Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.